по следам публикации «Русской весны» о взлетевшем до небес рейтинге комика Владимира Зеленского публикуем мнение одесского журналиста Юрия Ткачева на этот счет, отличающееся весьма свежим взглядом на ситуацию с нестандартного угла. Еще осенью я писал, что вся эта тема с Зеленским нужна для того, чтобы вывести Порошенко во второй тур. В действительности, сегодня ряд социологических контор опубликовал исследования, по которым рейтинг Порошенко по сравнению с сентябрем вырос вдвое, с 8 до 15%. И в результате Порошенко с 7-го места поднялся на 3-е, а по мнению особо любящих Рошенки социологов, даже на 2-е. Надо отметить, что рейтинг Порошенко и в самом деле, по данным штабных опросов, которые нужны для работы, а не для окучивания лохов, вырос, но не до 15%, а примерно до 10%. Собственно, так и должно было быть. Как раз вот 10%, это доля тех самых упоротых, отбитых кретинов, которые, несмотря ни на что, будут голосовать за Порошенко, а то Путин нападет. Попутно потихоньку начали списывать рейтинги Тимошенко, с 20+% ее опустили до 18-19%. И вот уже разрыв между ней и Порошенко, не в 2-3 раза, а 5-6% голосов. Да и новые рейтинги Порошенко выглядят вроде бы как не опасно, какая разница, если он все равно не проходит во второй тур, теперь из-за Зеленского. Однако все изменится, если Зеленский снимется с выборов. И сразу же у нас получится, что Порошенко выходит во второй тур, отставая от Тимошенко ощутимо, но преодолимо. Ну и уже во втором туре победит Тимошенко на пару процентов, или даже на доли процента. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну как, мошенничество есть, конечно, но благодаря ловкости рук его не видно. Под каким стаканчиком шарик? А вот и не угадали. Точнее, реально здесь только одно: зашкаливающие рейтинги Зеленского. И вот эта информационная маскировка позволяет создать научную почву для той фальсификации выборов через скупку 10-15% голосов избирателей, которую готовят у Порошенко. И когда в апреле его объявят избранным на второй срок, то говорящие головы будут показывать сегодняшние рейтинги и рассказывать, что на самом деле вот, пожалуйста, все честно. Подчеркну, все это – мое личное мнение. И, справедливости ради, отмечу, что большинство моих компетентных собеседников считают мою версию «Зеленский, техник Порошенко»
слишком сложной и маловероятной.